здесь очень важно понять истинные мотивы, о которых говорит Пашинян. Но, в принципе, заявление Пашиняна о том, что в 301 году Армянская апостольская церковь была создана государством, является очевидной попыткой перенаписать историческую реальность так, чтобы представить церковь не как духовную власть и ось национальной идентичности, а сформировавшуюся веками как структуру, якобы рожденную государственным решением. Это принципиально важно. Он прекрасно знает, что это не так, однако использует политтехнологический прием для достижения реальных целей. Заменить в общественном сознании идею институциональной автономии церкви, идеи подчиненности. Вот это очень важно подчеркнуть. Когда власть говорит, что государство создало, можно понять, что он подразумевает, государство имеет право и изменить. Здесь искажение исторической правды является лишь инструментом для оправдания и легитимации государственного проникновения в сферу, где светская власть никогда не имела и не может иметь полномочий внутреннего регулирования. В принципе, продолжением той же логики является и навязывание исполнения гимна или флага в церковном обряде. Это представляется как шаг к укреплению государственности, но в действительности является техникой навязывания лояльности и власти государства над церковью. В принципе, когда государство без правовой основы и вне церковного канона корректирует литургию, это уже говорит о неадекватности. Это не символический жест, это институциональное вмешательство и давление. Этот шаг фактически создает карту подчинения, по которой власть фиксирует, какие епархии или священнослужители подчиняются ей, а какие сохраняют свое право на автономию.